Светлана Кузьмина показывает фотографии мужа. Исхудавшая женщина больше не плачет. Говорит, ей осталось только бороться. Уже полгода отставной офицер сидит в следственном изоляторе в Твери. Он очень худой стал, вообще он очень плохо выглядит. Просто вот на фотографии он там полный, сейчас он раза, наверное, в 3 меньше. Дмитрий родился и вырос в Самарканде. Там же учился, пошел служить в армию по контракту. В 1999 году в Узбекистане начались межнациональные волнения. Русскоязычное население преследовали, угрожали физической расправой. В воинской части, где служил старший лейтенант Драченко, русских заставляли учить узбекский язык и принимать ислам. В 2001 году он подписал увольнительную, получил загранпаспорт и уехал жить в Россию. Здесь гражданин Узбекистана Дмитрий Драченко устроился на работу, получил временную регистрацию. Он запрашивал эти справки, значит, они все у меня имеются, что он не привлекался ни к уголовной, ни к административной ответственности в Узбекистане. А потом он запрашивал с военкомата, значит, он хотел, чтобы его сняли там с учета, встать здесь на учет. Есть также такая справка от 2006 года. Эти справки тоже были все предоставлены прокурору и в суд. 30 марта Дмитрия забрали прямо из дома. Он впервые узнал. Его обвиняют в самовольном оставлении места службы и невозвращении в расположении части. Последнее заседание по продлению ареста Дмитрия Драченко состоялось здесь, в Спировском районном суде, 29 сентября. Защита надеялась, что меру пресечения изменит в связи с наступлением максимального срока его содержания под стражей. Но срок снова продлили, до года. В деле неожиданно появился новый документ. Из него следовало, что Генпрокуратура Республики Узбекистан в октябре 2015-го переквалифицировала дело на 2 совершенно другие статьи – несообщение о преступлении и дезертирство. Якобы Дмитрий еще во времена службы не сообщил об избиении солдата-срочника, после чего самовольно покинул часть, не ставя в известность командира. Адвокат Светлана Сидоркина говорит, что ее подзащитный впервые услышал об этом в зале суда. При таких обстоятельствах, вот, по крайней мере, в рамках Уголовного кодекса Российской Федерации, такого рода перепредъявление обвинения вызывало бы массу вопросов. Главная задача адвоката – спасти отставного офицера от экстрадиции в Узбекистан. 17 октября состоится суд по обжалованию отказа предоставить Дмитрию статус беженца. В уведомлении причина формальная – несоответствие критериям статуса беженец и ссылка на статью закона. Несмотря на то, что угроза жизни, о которой говорит адвокат, уже является одним из критериев для предоставления убежища. Ситуация с соблюдением прав человека в Республике Узбекистан вызывает опасения, поскольку на территории Республики Узбекистан продолжают применяться пытки и признательные доказательства, как у нас было в 1937 году, до сих пор являются царицей доказательств в Республике Узбекистан. И поэтому я, соответственно, как человек и как адвокат опасаюсь в этой ситуации за жизнь и здоровье Димы Драченко. Светлана Сидоркина уверена, держать Дмитрия за решеткой незачем. Он живет в Спирово 13 лет, скрываться не собирался. Многие жители поселка выступили в суде. В пользу Драченко было собрано почти 50 поручительств. Человек, он действительно очень хороший, добрый. Всегда на помощь придет при любом первом звонке. Светлана Кузьмина читает письма от теперь уже законного супруга. С Дмитрием они расписались в СИЗО. Говорит, что иногда даже удается улыбнуться, несмотря на то, что трудно. Сын растет без отца, долги, ипотека. И продолжает бороться и ждать. Анна Зелькина, Игорь Дорошенко для телеканала «Настоящее время».